Меня зовут Кристина Лизунова. Я рада приветствовать зрителей и читателей Якутского Саха-информационного агентства. Сегодня речь пойдет о таком модном, но таком вредном вейпе. И поговорим мы с врачом-психиатром, наркологом Большаковым Семеном Александровичем. Семен Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, для начала давайте расскажем, что такое вейп и что в их составе. Ну, если говорить простыми словами для обывателя, да, вейп – это электронные сигареты или мини-кальяна. Вообще, вейпинг – это новое течение в нашей стране среди молодежи. Вейперы, то есть люди, которые курят вейпы, объединяются в различные группы, покупают устройства для курения вейпа и приобретают вот эти вот смеси различные с различными ароматизаторами и, ну, парят, да, в кавычках, грубо говоря. Ну, вейп как устроен вообще? Это можно сравнить его с ингаляторами, в которых происходит закипание жидкости с образованием пара, который вдыхает курильщик. Состав у него может быть различный. Бывает никотиновые и безникотиновые вейпы. Но для основными компонентами у них являются это глицерин, пропиленгликоль и различные ароматические добавки. Ну, никотин это может быть не всегда. Но, к сожалению, не все производители часто честно указывают состав курительной смеси. Кроме того, в нашей стране электронные сигареты и жидкость для них не подлежит обязательной сертификации. Поэтому смеси могут быть приготовлены с различными нарушениями, а зачастую и в кустарных домашних условиях. Ну, в нашей стране вообще, да, в медицине официально именно влияние на легкие человека этих смесей и ароматизаторов до конца не изучено. Поэтому каждый вейпер ставит такой своеобразный эксперимент над своим организмом. Ну, по составу, если быстренько пройтись, то глицерин, который является основой этой смеси, он как бы позиционируется производителями безопасным компонентом. Его используют в различных косметических препаратах, в кремах и так далее. Но нигде не уточняется, что большинство этих средств не предназначено для употребления внутрь. А пропиленгликоль – это вещество, которое, ну, из натуральных продуктов производится, но в целях экономии производители используют более дешевый аналог на основе нефтепродуктов. То есть это очень такой консервант, вещество, которое консервирует. И тем самым те, кто курят вейпы, они как бы консервируют свои легкие. Особенно это вредно для подростков и подрастающего организма. У них замедляется рост легких и развитие. Например, по сравнению, если ребенок, который ничего не употребляет, не курит и не парит, а у ребенка, который будет употреблять вот этот вейп, у него будут проблемы с легкими, то есть он при физических нагрузках, у него будет появляться одышка, и выносливость, конечно, у него уменьшится. Также чаще всего используется ментол в составе вейпа. Это вещество, которое, попадая на слизистую рта, провоцирует выделение слюнотечения и расширяет сосуды. Тем самым в дальнейшем у человека может развиться такие болезни, как гипертония, повышение артериального давления, различные проблемы с сердцем. Кроме того, ментол оказывает отрицательное действие на нервные окончания. И в последующем у подростка могут развиться проблемы с потенцией. Ну, что касается вреда никотиновых электронных сигарет, ну, тут уже мало чем отличается от обычных сигарет. Вред никотина все знают. У подростка, употребляющего с никотином вейпы, ну и вообще другие, да, появятся затруднения дыхания, может быть затяжной кашель, одышка, повышается риск развития рака легких. Ну, конечно, влияние отрицательное будет на все органы, включая зрение, слух и так далее. Ну, помимо этого всего у ребенка также будут проблемы с кожей, это угри, различные сыпи и так далее.
Ну, на мозг, Аллергия, конечно. астма, я тоже понимаю, к этому, да, Аллергия, относится? астма, да, да, все вот эти вот заболевания дыхательной системы, они могут развиться, потому что все-таки там идет усиленное парообразование, пар под очень большой температурой проникает в легкие ребенка, тем более у нас при нашем климате на улице очень холодно, такие резкие перепады температур, они не могут положительно сказаться на организме человека. Конечно, это все будет и бронхиты, и пневмония, и бронхиальная астма, в дальнейшем это всегда может случиться у человека. Ну и Получается, что люди, которые предрасположены к болезням легких и так далее, им вообще противопоказано, да, у правильно? людей, да, у которых и у взрослых, и у детей, у которых уже есть хронические бронхиты в анамнезе, бронхиальная астма, вейп категорически противопоказан. Ну и хотелось бы сказать, самое главное, влияние на мозг подростка. У детей, которые регулярно курят вейп, наблюдается мощное угнетение центральной нервной системы и активности головного мозга. Электронные сигареты опасны тем, что при их частом использовании дети могут становиться более эмоциональными, гиперактивными, вплоть до истерии, могут впадать в депрессии, то есть возникают серьезные отклонения в эмоциональной сфере ребенка. Также ухудшается память, снижается успеваемость в школе или на учебе. Ну и основной вред, конечно, идет именно нарушение мышления, памяти и эмоциональной сферы. Очень многие взрослые сейчас для того, чтобы бросить курить, переходят на вейп. Реально ли это сделать, или это еще более усугубит привычку? Ну, как показывает практика, курить лучше всего с помощью никотинзамещающей терапии. Если человек курит и желает бросить курить, он может использовать различные препараты именно медицинского назначения, а не вейпы. То есть различные пластыри, могут быть таблетки на основе никотина, ингаляторы. Можно комбинировать вот это вот лечение после консультации с врачом. А вообще, бывают ли безвредные вейпы или абсолютно все никотиновые и безникотиновые, их все-таки стоит убрать из организма вообще? Ну, безвредных вейпов не существует. Все-таки, как ранее я сказал вам, да, вред и никотинового, и безникотинового вейпа, он существенный для организма человека. Кроме того, вот на Западе, в США, из различных источников стало известно, что захлестнула волна вот этого вот вейпа, да, и были даже летальные случаи, очень много различных заболеваний легких, неясные этиологии, но связывают вот именно с вейпом, с появлением. Семен Александрович, какие бы советы вы нам дали для тех, кто все-таки злоупотребляет? Для подрастающего поколения, для подростков, самое главное – это доверительные отношения со своими родителями. Родителям, если их ребенок употребляет вейп, надо с ним поговорить, объяснить, какой масштабный вред может сказаться на его здоровье. Кроме того, надо ребенка замотивировать. Любой ребенок подрастающий хочет быть успешным, получить хорошее образование. Поэтому надо до него донести, что курение вейпа ничего хорошего не приведет. Лучше заниматься спортом, посещать какие-то дополнительные занятия, секции и вести здоровый образ жизни. Потому что вейп, он все равно вызывает именно психологическую зависимость, а если у человека психологическая зависимость, то у него ослабевает воля, и в дальнейшем у него очень большой риск перейти на более другие, на обычные сигареты, на алкоголь и даже тяжелые наркотики. Все это происходит постепенно, зависимость формируется у подростка с малых лет, если он употребляет этот вейп. Поэтому чем раньше он это поймет, чем раньше он бросит вот эту пагубную привычку и займется своим телом, своим саморазвитием, тогда у него все будет хорошо в дальнейшем. Семен Александрович, спасибо вам большое за такой подробный рассказ. Я надеюсь, что все-таки подростки увидят сейчас или их родители и задумаются о таких масштабных последствиях. Спасибо вам.